Декабрь 2023 года, не забуду его. За этот месяц я вывезла из ада ППЖ Якутска 60 дрожащих собак. Правда, потом начался ад у меня. Хождение по мукам, по передержкам, предательство. И до сих пор расхлебываю. Но зато 60 душ было тогда спасено. В том числе безобидный дрожащий парнишка Дрон. Холодно ему было и страшно. За себя постоять не мог. Там ведь глаза разбегаются. За кого хвататься не знаешь. Молящие глаза, безнадежный взгляд, торчащие ребра, рвущие душу их стоны. Дрон был одним из них. Забрала я его. А потом была Москва. 2,5 года передержки и поиска семьи. Это вкратце. Дрон, остановись, у меня голова сейчас закружится. Дрон. Умница. Нет. Все, мы загрузились. Все, пока, крошки. А вот теперь у Дрона появилась семья. Он дождался своего счастья. У него есть дом, природа, свобода передвижения и живет со зверушками альпаки из семейства верблюдовых. Мирно все живут, нейтрально, дружно. Он их даже не замечает. Главное, Дрон счастлив, радостно бегает, а не сидит у нас в вольере. Будь счастлив, Дрон. Все было не зря. А я хочу поблагодарить всех, кто нам помогал его поддерживать. Спасибо финкураторам, спасибо передержке за заботу о нем. Будь счастлив. Да, сам факт выжить собаке в наше время уже повезло. Но кому-то предстоит на передержке жить долго, 2, 3, 4 года. А кому-то повезет быстрее. Например, Рыжке из станицы Кущевская Краснодарского края. Эта худенькая 8-килограммовая девочка совсем замерзала в лесу в конце 25-го года. И волонтер Женя приезжала подкармливать. Ее всегда ждут собаки в этой лесополосе. Все собаки добрые и несчастные. За Рыжку она особенно просила, уж очень утонченная, без собачьих повадок к выживанию. Вот в декабре я ее и забрала тогда. И, приехав в Москву, повезло расселить эту девчушку к доброй женщине Елене в квартиру в Москве. Она быстро освоилась, быстро поняла, что выгул и туалет на улице, как будто всегда была домашней, как будто всегда жила в квартире с хорошими манерами. Таким собакам не выжить на улице. Слишком они интеллигентные, утонченные. И в целых полгода мы искали Рыжке семью. И вот теперь Рыжке также нашлась семья в Германии. Девчушку называют ангелом, божеством. Она действительно чудо. Рада, что ей быстро нашлась семья, и она не засиделась у нас на передержке. Будь счастлива, малышка. А я говорю спасибо всем, кто помогал ей на корм, кто поддерживал ее. И огромное спасибо Елене, которая ее передерживала и так заботилась, очень любила и много с ней гуляла по парку. Друзья, итак, в этом ролике пока о двоих пристроенных. Далее буду еще рассказывать о счастливчиках, они у нас есть. Ну, а сейчас спешу сообщить, что 12 душ, 2 помета котят с мамками прилетели в Питер. Оплатила передержку 11 штук, это 55 тысяч. Куплены обработки селафорт для всех сразу. Предстоят еще 2 стерилизации мамок и прививки. Друзья, спасибо, что вы не бросили, не прошли мимо. Так много котят и 2 мамки замечательнейших будут жить и скоро начнут пиарить. Спасибо всем большое. Друзья, ну а у нас закончился месяц и закончился корм. Разгар лета, затишье на канале. Впереди еще 1 месяц лета, сезон отпусков, и нам надо выжить. Предложили корм по очень выгодной цене, по 85 рублей за килограмм. Это бывает редко, но купить надо от 2 тонн не меньше. Оптом всегда выгоднее, но не всегда есть такая цена, или опт слишком большой от 5 тонн, а на 5 тонн тем более не собрать.
Поставка по определенным дням. Если мы не соберем 170 или 200 тысяч, то они продадут другим, а мы останемся ни с чем и придется покупать дороже. У нас есть всего 5 дней на сбор. Помогите, пожалуйста, собрать. И месяц тяжелый, и цена выгодная. Надо обязательно выкупить этот корм. Этого хватит на 3 крупные передержки. Я вас очень прошу, помогите, друзья. Собаки не должны остаться голодными. Им не объяснить, почему миски пустые, друзья. Объявляю дни стольника. 3 дня стольника. Пожалуйста, помогите. Давайте соберем. Я вас очень прошу.